أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Первые четыре халифа, называемые праведным Аль-Хуляфа ар-Рашидун, управляющие мусульманами после смерти пророка Мухаммада, саллиллаху алейхиссалям, на протяжении 30 лет, смогли на протяжении всего этого периода продолжить в полной мере вышеуказанные три обязанности. Но после этих 30 лет, когда ислам распространился на 3 континента, стала в некоторых регионах халифата возникать смута, фитна. Появились нововведения, бид'ат. Еще более удалился от земли свет, излучаемый пророком Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям. Значительно сократилось количество асхабов, сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Стало невозможным одновременного исполнения всех тех 3 обязанностей, о которых мы только что рассказали. Эти обязанности начали распределяться следующим образом. Первую обязанность, то есть передачу людям знаний по вере, разъясняющие предписаний и запретов, взяли на себя имамы муджтахиды высшего ранга. Ученые, разъясняющие основу веры, стали называться мутакаллим, богослов. Ученые по фикху – фукаха, то есть ученые по религиозному праву, фикху. Вторую обязанность на себя взяли передачу самым богобоязненным и способным к духовному росту мусульманам высших духовных ценностей, скрытых в аятах священного Корана, взяли на себя потомки пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и потомки его ближайших сподвижников, ридвануллах алейхим аджмаин. Достигнутые и их ученики, которые достигли высшего, высокого духовного уровня ат-тасаввуф. Третья обязанность – применение различных способов доведения основ для мусульман, не исполняющих ясные для них предписания и не избегающие запретов Всевышнего Аллаха, предварительно им разъясненных, была передана правителям соответствующих стран, то есть государству. Исполнителями первой задачей стали религиозные школы, называемые масхаб. Исполнителями второй задачи стали потомки пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и их наиболее талантливые ученики, обладатели высшего духовного уровня ат-тасаввуф. Они создали свои школы, так называемые тарикат. Нельзя их путать с так называемыми тарикатистами, которые, не исполняя основ шариата, придумывают какие-то духовные учения, которые совсем далеки от ислама, и применяют в своих духовных практиках чуждые исламу какие-то культы или предписания. И это совсем другое, которые там совмещены с индуизмом, с буддизмом или с каким-то атеизмом или сатанизмом, непонятные вещи. Нельзя с этими путать. Исполнителями третьей задачи стали правители государств. Они исполняли эту задачу, опираясь на закон, канун. Школы, передающие знания по основам веры, называются иртикат и масхаб, школа вероучения.